Уважаемые величане, коллеги, воспитанники интеллектуально-творческого центра «Каскиль» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой и дорогие мои дети, внуки и подруги, сегодня весь мир празднует 75-летие Великой Победы. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Наше поколение, которые работали и жили с участниками Великой Отечественной войны, узнавали от их рассказов и воспоминаний много событий и фактов об истории Великой Отечественной войны. И мы обязаны передать об этом школьникам, молодежи и нашим детям, внукам то, что пережито ими трудности в годы войны. Об этом они должны знать. В целом Советский Союз потерял в годы войны более 29 миллионов человек. А у каждого человека своя жизнь, своя судьба. Сколько жизней и судеб сломала война. Якутия понесла в годы войны тяжелые людские потери. На фронтах войны погибло больше 38 тысяч человек. В тылу от голода, болезни умерло, по разным данным, более 65 тысяч человек. Из Вилюйского района уехали защищать наше Отечество 1988 человек. Из них вернулись 970 человек. Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Оборону Москвы, Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга. Это не просто этапы той войны. Это кровь и слезы, горечь поражений и радость побед, ранения и гибель отцов, дедов, прадедов и боевых товарищей. И был один выбор – либо победить, либо стать рабами. Эта война сделала народов Советского Союза сильной нацией. Каждый день, каждый час, каждую минуту люди принимали решения на полях сражений в тылу. И эту особую ответственность за судьбы страны наши отцы и дети пронесли через всю свою жизнь. Они дали нам главное – завоевали нам свободу и счастливую жизнь. За это им низкий поклон, дорогие ветераны войны и тыла. Уроки Второй мировой войны призывают нас к солидарности. Мир по-прежнему хрупок. И мы обязаны помнить, войны не начинаются в одночасье. Только вместе мы можем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире. Разрешение заключения мне зачитать стихотворение Роберта Рождественского, написанное им в 1962 году «Реликвием». Помните, через века, через года, помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Заклинаю, помните. Уважаемые величане, берегите мир, завоеванный отцами, дедами и прадедами. С днем великой слава победителям! Пусть всегда будет мир! Ура!